Таджики, всем внимание, вам нужно это знать. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему стоит быть аккуратным с получением гражданства в России и с устройством на работу. Вы можете попасть в огромную беду. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. В России среди мигрантов распространяются объявления о наборе якобы добровольцев для участия в войне в Украине. Им предлагают высокий заработок, но сразу не говорят, что надо ехать в зону боевых действий. Некоторые представители диаспор призывают соотечественников быть бдительными, а несколько дней назад на ситуацию отреагировал и официальный орган Узбекистана, призвав граждан своих быть внимательными при выборе работы в России. Так попался кыргызстанец Талгат. Работает в сфере обслуживания в Москве с 2021 года. Последние 2 недели он ищет новую работу. В соцсети Instagram он увидел объявление, авторы которого обещали высокую зарплату. После того, как связался по указанным номерам телефона, он понял, что работа предполагает участие в войне в Украине. На страничке в Инстаграме я увидел объявление о том, что требуется охранник для работы вахтовым методом. Зарплата 100-120 тысяч рублей. Там написано, что график составлен по принципу 30 дней работать, 30 отдыхать. Я написал, мне ответили, что работа не в Москве, а в области. В объявлении указано, что проживание и питание бесплатно. Я написал, и мне ответили, что это не работа в охране. Сказали, что отправляют на войну граждан стран, не входящих в НАТО. Они не спросили у меня о военном образовании. Я засомневался, не стал отвечать. Они берут мужчин в возрасте от 24 до 50 лет. Заинтересовавшее Талгата объявление было опубликовано на страничке целевой аудитории, которой были кыргызстанцы. И такие объявления также распространялись в группах, объединяющих кыргызстанцев в WhatsApp и на других платформах. Таких объявлений и рекламы по найму курьеров для перевозки наркотиков стало очень много в телеграм-каналах. В объявлении ничего не пишут о вывозе на войну. Но связываешься, и там сразу говорят о войне, отметил Талгат. Объявления, о которых он говорит, были опубликованы на страничках в Инстаграм, зарегистрированных в Кыргызстане, но позже их удалили. Ранее общественный фонд Медиахаб писал о частных военных компаниях, вербующих граждан стран Центральной Азии для участия в войне в Украине. В расследовании отмечается, что в кыргызстанском сегменте Инстаграма появились объявления о том, что требуются сотрудники в ЧОП, частные охранные предприятия. В рекламе говорится, что оплата будет высокая, а работа будет на территории России. Когда журналист позвонил по указанным номерам под видом человека, ищущего работу, на том конце провода ответили, что вакансии уже заполнены и предложили военную службу. Как вам такая работа? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Активистка Гулиза Акматсияева, оказывающая юридическую помощь мигрантам в России, отмечает, что в ближайших к границе с Украиной областях Российской Федерации тоже появились подозрительные объявления о приеме на работу. Она призывает соотечественников быть внимательными при поиске работы. Много кыргызстанцев, таджиков, узбеков, которые получили гражданство России, но не живут по месту регистрации. Есть случаи, когда к ним приходят письма с приглашением встать на воинский учет. Кроме того, есть объявления для мигрантов о приеме на работу по ремонту школ и детских садов. Говорят, что будут платить за работу до 10 тысяч рублей в день. Но за ремонтные работы так много не платят. Мигранты приезжают в Россию, чтобы заработать. Они соглашаются, когда им обещают платить ежедневно. Мигранты верят в такую рекламу и легко обманываются, потому что в условиях материальных трудностей и безысходности они могут быть готовыми на все и согласиться. В такой ситуации перед ними стоит только одна цель – решить материальные трудности. Я знаю это по своей работе. Мы ежедневно говорим, чтобы мигранты не попадались на обман, но также ежедневно к нам обращаются те, кто попался на перевозки наркотиков. Вот и сейчас я не могу гарантировать, что они не поедут по объявлениям, привлекающим к войне. В Узбекистане даже на официальном уровне предупредили своих граждан. Несколько дней назад агентство по внешней миграции Узбекистана призвало граждан быть осторожными при выборе работы в России. Некоторые новостные каналы распространяют объявления о приглашении граждан Узбекистана и Кыргызстана на работу в Россию за высокую зарплату. Основной целью этих объявлений является привлечение граждан в зоны конфликта между Россией и Украиной. В связи с этим просим наших соотечественников не верить неофициальным объявлениям о предложениях работы за границей, говорится в сообщении агентства. Ранее в международных медиа писали о том, что в России для участия в войне в Украине формируют батальоны якобы добровольцев, которые на деле состоят из наемников. Телеканал «Настоящее время» сообщал, что скрытая мобилизация в добровольцев
добровольческие отряды ведется уже в десятках регионов России. В настоящее время отмечает, что в социальных сетях, автобусах появляются объявления. Местные телеканалы демонстрируют сюжеты о храбрых добровольцах. Номера телефонов для добровольцев были показаны по центральному телеканалу «Россия-1» в эфире передачи основного пропагандиста Дмитрия Киселева. Авторы объявления обещают платить от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц, хотя отряды называют якобы добровольческими. На деле добровольцы – это контрактники. Один из добровольцев объяснил причину того, почему он согласился на участие в войне в Украине. «Я готов защищать Родину. Во-вторых, мне обидно за молодежь. Было бы хорошо, если бы по контракту приходили опытные люди, да и деньги нужны. Надо помогать себе и близким». В прошлых видео мы также сообщали о таджиках, которые погибли на войне в Украине. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.